Стало известно, что в период с 2014 по 2019 год принудительное перевоспитание и трудовую эксплуатацию в китайских лагерях прошли 7 миллионов 700 тысяч жителей уйгурского региона. На прошлой неделе в Китае был опубликован документ о так называемых центрах профессионального обучения, согласно которому в течение 5 лет в этих центрах ежегодно обучалось свыше 1 миллиона человек. Документ был издан через 3 дня после того, как США ввели санкции в отношении китайской продукции, произведенной трудовыми узниками. Пекин косвенно признал масштабы лагерей политического перевоспитания. Китайские власти утверждают, что профессиональное обучение увеличивает возможности трудоустройства, помогает бороться с бедностью, повышает уровень образованности, владения китайским языком, профессиональных навыков и адаптации к жизни в крупных городах. Китай, построивший так называемые образовательные центры, в которых местное население заставляют оставить свои традиции и культуру, заменив их на китайские ценности, подвергается критике со стороны международной общественности. Согласно видеозаписи, распространенной в китайских социальных сетях, китайские власти превратили очередную мечеть в Восточном Туркестане в так называемый центр, пропагандирующий уйгурскую культуру. С одной стороны, Коммунистическая партия Китая сажает в тюрьмы и лагеря миллионы людей, чтобы уменьшить количество жителей Восточного Туркестана, с другой стороны, проводит пропаганду для привлечения китайцев в регион. Многие мечети Восточного Туркестана, в частности Кашгара и Артуша, были снесены или превращены в бары и туалеты для китайских туристов. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что на следующей неделе законодатели рассмотрят 2 законопроекта о трудовой эксплуатации уйгуров. Если мы откажемся говорить о правах человека в Китае из-за финансовой выгоды, то потеряем моральный авторитет и право говорить о правах человека в любой точке мира, сказала Пелоси. Один из вышеупомянутых законопроектов призван запретить импорт товаров, произведенных трудовыми узниками, а другой сделать обязательным раскрытие информации о цепочках поставок американских компаний. В понедельник Управление таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США издало 5 приказов о приостановке импорта китайских товаров. Министерство заявило, что продукты, упомянутые в постановлении о временном изъятии, были произведены с использованием принудительного труда в уйгурском регионе, где китайское правительство систематически нарушает права местного населения. Китай принял ответные меры после того, как США объявили о новом запрете, касающемся приложений TikTok и WeChat. В письменном заявлении Министерства торговли упоминается список неблагонадежных компаний и лиц, которые ставят под угрозу суверенитет, безопасность и национальные интересы Китая. Лицам и компаниям, включенным в список, будет запрещены экспорт, инвестирование и въезд в страну. Какие компании и частные лица включены в список, не сообщается. Заявление китайских властей поступило после того, как Белый дом издал указ о запрете на скачивание приложений TikTok и WeChat с 20 сентября на основании защиты национальной безопасности. 6 августа Трамп подписал 2 указа, запрещающих физическим лицам или организациям США проводить транзакции через эти приложения. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе посетил синтоистский храм Ясукуни, где хранятся списки погибших японских солдат, в том числе казненных после окончания Второй мировой войны военных преступников. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. «Сегодня я посетил храм Ясукуни и сообщил духу, что ушел в отставку с поста премьер-министра 16 числа этого месяца», написал он после посещения расположенного в центре Токио храма, считающегося в Азии символом японского милитаризма. К посту с сообщением была приложена соответствующая фотография. Напомним, что последний раз Абе посещал Ясукуни в 2013 году, что вызвало тогда критику со стороны Китая и Южной Кореи, воспринимавших такие визиты как оправдание японской агрессии. После этого Абе регулярно направлял храму подношения, но от личных посещений воздерживался, чтобы не навредить отношениям Японии с Южной Кореей и Китаем. Храм известен тем, что чтит память 2,5 миллионов человек, погибших во Второй мировой войне, но сохраняет свой неоднозначный статус, поскольку монахи храма считают 14 военных преступников священными.